Меня зовут Гладис Тимирчиева, я представляю Фонд расследовательской журналистики в Кыргызстане. Уважаемые участники конференции, ситуация с правами человека в Кыргызстане, со свободой слова и со свободой медиа крайне сложная, и она продолжает стремительно ухудшаться. Идет беспрецедентное в истории Кыргызстана давление на независимые СМИ, НКО, организации гражданского общества. Сегодня в парламенте страны идет рассмотрение двух законопроектов о средствах массовой информации и об НКО, который является аналогом российского закона об инагентах. Вчера Комитет парламента Кыргызстана, несмотря на все заявления медиасектора, некоммерческих международных организаций, принял законопроект об инагентах в первом чтении. Этот закон полностью уничтожит неправительственный сектор, гражданское общество, независимые медиа в стране. Уголовное наказание за нарушение размытых требований закона до 10 лет лишения свободы. Предварительный анализ БДИЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии дали отрицательные оценки на оба законопроекта. Спецдокладчик ООН, представитель ОБСЕ по вопросам свободы, средств массовой информации, организации «Репортеры без границ», Human Rights Watch, ряд международных организаций, а также правовые организации Кыргызстана и омбудсмен Кыргызстана также негативно оценили законопроект. В стране заблокирован независимый ресурс Клуб KG, ранее был заблокирован сайт Азатык, Голос Свободы, издание Республика, были попытки заблокировать сайт 24 KG. Банковский счет Азатык был также арестован. Независимые медиа «Кактус» и «Поликлиника» получили многомиллионные иски, судебные иски со стороны провластных средств массовой информации. Гендиректор Next TV Талай Душенбиев был приговорен к 5 годам лишения свободы с применением пробации за возбуждение розни. Выдворенный из страны журналист Болот Темиров, продолжается уголовное преследование других журналистов, блогеров и активистов. Специально созданные фейк-фабрики, используя язык вражды, осуществляют кибербуллинг в отношении независимых медиа и гражданских активистов. Они финансируются из госбюджета и внедрены в систему государственных средств массовой информации. Все это привело к катастрофическому падению Кыргызстана в индексе свободы прессы на целых 50 позиций за год. В июне этого года Европейский парламент принял резолюцию по Кыргызстану, где отмечено, что последние годы демократические стандарты и права человека в Кыргызстане тревожно ухудшились. Уважаемые коллеги, все вышеуказанные факты давления – это прямое нарушение международных обязательств, взятых Кыргызстаном перед ОБСЕ и мировым сообществом. Благодаря независимым СМИ и НКО международное сообщество может узнать альтернативное мнение, насколько Кыргызстан выполняет взятые на себя международные обязательства. Мы просим представителей БДИЧ ОБСЕ и международной организации включить в свои повестки информацию о ситуации со свободой слова и медиа, давление на НКО в Кыргызстане во все консультации с государственными органами Кыргызстана любого ранга. Мы также просим посольства стран-участниц ОБСЕ принимать активное участие в судебных процессах против независимых СМИ и НКО, в парламентских слушаниях и иных публичных мероприятиях по принятию дискриминирующих свободу слова и гражданского общества законопроектов. Дополнительно мы ожидаем более активной позиции и реакции местного офиса ОБСЕ в Бишкеке по ситуации со свободой слова и медиа. И в заключение хочу пригласить всех участников на наш сайт-ивент в пятницу в 4 часа в зале «Опера». Спасибо.